Здравствуйте, я Юлия Решетникова, учитель-логопед. Сегодня мы будем показывать вам, как делать артикуляционную гимнастику. Это тоже вторая самая важная часть при коррекции и постановке звуков и подготовке речевого аппарата к логопедическим занятиям. Для этого я подготовила карточки, которые вы тоже сможете сделать дома и использовать их. Начнем мы с самых простых упражнений. Илья, посмотри, что мальчик сделал? Дудочку. Да, дудочку. То есть мы должны с напряжением вытянуть губы вперед. Давай сделаем вместе дудочку. Вот так. Молодец. Давай теперь сам выбирай, что ты хочешь делать. Это. Следующее упражнение у нас называется окошко. Широко открываем рот и закрываем. Открываем и закрываем. Давай вот это. Следующее упражнение у нас называется маляр. То есть делаем губы улыбку. Улыбайся. И кончиком языка начинаем красить небо. Смотри вот так. Молодец. Каждое упражнение нужно делать в течение 5-10 секунд. Хорошо. Смотри, это у нас грибок. Тоже улыбаемся. И нужно присосать язык к небу. Вот так, смотри. Держи, 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 я буду считать. Молодец. Ой, смотри, а это у нас чашечка. Молодец. Вот так. Открываем рот широко. Надо высунуть язык и придать ему форму чашечки. Хорошо. Дальше. Смотри, что девочка делает? Да. Улыбаемся. И давай пошлепаем губами. Эти упражнения очень хороши при общем недоразвитии речи, при дизартрии, при моторной алалии. И практически, если у ребенка логопедические проблемы, артикуляционную гимнастику нужно делать ежедневно, по 10-15 минут в день. Давай с тобой дальше продолжим. Часики. Хорошо, так. Смотри. Барабанщик, постучи. Смотри. Кончик языка должен находиться при этом упражнении за зубами верхними. Где зубы? Покажи зубы. Вот они, стучи по ним. Молодец. Любимое упражнение детей – шарик. Давай. Еще раз. На самом деле упражнений для артикуляционной гимнастики очень много. Мы показали вам основные из них. С вами была Решетникова Юлия. До скорых встреч!